Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. На реках Якутии ледоход проходит спокойно, а на реке Лени лед активно продвигается в Кобяйском и Жиганском районах. Более 1,5 миллиарда рублей направят на ремонт проспекта Ленина в Якутске. Сколько всего объектов отремонтируют по нацпроекту. Европа постепенно освобождается от пандемийных ограничений. Музей истории Парижа открывается после 4-летней реставрации. На реках Якутии ледоход идет спокойно. На реке Лени лед активно продвигается по территории Кобяйского и Жиганского районов. У Жиганска уровень воды 945 сантиметров, при критическом 1430. У поселка Батамай высота воды 991 сантиметр, при критической 1134. В ближайшие сутки ледоход достигнет границы Булунского района. На реке Колыме лед движется у Среднеколымского района. У Среднеколымска уровень воды 930 сантиметров, при критическом 1200. Ниже по течению у поселка Колымская верхняя планка воды 672 сантиметра, при критической 1010. У поселка Зырянка уровень воды составляет 560 сантиметров, при критическом 850. На 5% подтоплена взлетно-посадочная полоса у аэропорта Зырянка. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровней воды. Тем временем 13 природных пожаров зафиксированы на территории 6 районов. Из них локализовано 3. По данным авиалесоохраны, пройденная огнем площадь с начала наблюдения более 14,5 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут 180 человек и 8 единиц техники. За сутки составлено 10 административных протоколов. О мерах пожарной безопасности проинструктировано порядка 100 человек. Огонь в 10 километрах от населенных пунктов замечен в Нюрбинском, Чурапчинском, Горном и Татинском районах. А в Усть-Майском улусе установлен предположительный виновник возгорания. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании порубочных остатков на Доляне. Другим темам Госдумой приняты социальные поправки по итогам послания президента. В числе новшеств – оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до 7 лет в размере 100% от заработка. Норма заработает с 1 сентября. Кроме того, теперь женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать ежемесячную выплату. Льготу начислят тем, чей доход ниже прожиточного минимума. С 1 июля такое пособие в среднем по стране составит 6350 рублей. Третья поправка касается установления пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются единственным родителем или у которого есть решение суда об уплате алиментов. Сумма пособия в среднем по России составит 5360 рублей. Его также начнут выплачивать с 1 июля. А старшеклассников планируют научить разбираться в налогах. Федеральная служба готовит учебник для школьников. Пособие будет предназначено для учеников 10-11 классов. Об этом сообщил руководитель службы Даниил Егоров, выступая на марафоне «Новое знание». В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой системе и налоговом законодательстве Российской Федерации, отметили в пресс-службе ФНС. В Чурапчинском улусе продолжается массовая вакцинация по сравнению с остальными районами республики. Мы находимся на последних позициях. Так прокомментировал ситуацию главный врач Центральной районной больницы Артем Ксенофонтов. Лидерство по темпам вакцинации удерживает село Мындагай. Жители Балугурского наслега также активно получают вакцину. Для большей доступности и комфортных условий прохождения процедуры Чурапчинская ЦРБ изменила график работы медкабинета. Теперь он работает до 20:00. Кроме того, для получения вакцины нет необходимости записываться, а можно подойти с паспортом, СНИЛС и медполисом в порядке живой очереди в любое удобное время. Доля предложений по экотуризму в стране составляет 2% от общего числа. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он сказал, что Россия занимает 5-е место в мире по числу природных объектов и 108-е место по доступности территорий. Россия – самая большая в мире страна по площади особо охраняемых природных территорий и, конечно, имеет огромный потенциал для развития экотуризма с тем, чтобы стать страной-лидером в этом направлении, сказал Чернышенко во время рабочей поездки на Камчатку.
Вице-премьер назвал ситуацию недопустимой. Он отметил, что в стране около 12 тысяч особо охраняемых природных территорий. Они занимают почти 12% площади. Началась реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска на период ремонтных работ. Аэропорт продолжит работать в штатном режиме. С 24 мая на строительно-монтажные работы закрыт участок полосы длиной 625 метров. Аэропорт продолжит работать в штатном режиме с рабочим участком полосы 1628 метров. Авиационное сообщение продолжат обеспечивать авиакомпании Якутия, Алроса, С7, Ираэро и Уральские авиалинии. На расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет. Работы также не скажутся на сборах и тарифах на аэропортовое, наземное и прочее обслуживание, включая терминальную обработку груза. После ремонта с октября аэропорт Якутск начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3400 метров. 44 объекта отремонтируют в Якутске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них 8 переходящие на ближайшие 2-3 года. Самый масштабный из них – капитальный ремонт улицы Проспект Ленина, на который выделено 1 миллиард 700 тысяч рублей. Работы планируют полностью завершить в 2023 году. В целом на ремонтные работы в столице региона и пригородах выделено более 2 миллиардов рублей. Еще один крупный объект – это реконструкция объездного шоссе. Согласно плану, закончить его должны к концу ноября этого года. Объем работ предстоит серьезный. Объездное шоссе у нас протяженность участка составляет 4 километра 200 метров. Она будет в четырехполосном варианте с барьерным ограждением, чтобы разделить транспортные потоки. Будет отдельная велосипедная дорожка и тротуар отдельно. На китайской станции 5 звезд посадили лотос для создания дополнительной кормовой базы восточной популяции стерхов. Это одна из крупных сохранившихся в мире популяций якутских журавлей, гнездящихся между реками Яна и Колыма и зимующая в Китае. Насчитывает она порядка 4000 особей. Для китайской стороны основной задачей является сохранение водно-болотных угодий озера Поянху, потому что именно здесь стерхи пережидают суровые якутские зимы. Станция 5 звезд – одна из крупных частных организаций, где занимаются выращиванием лотоса для якутских журавлей. Это трудоемкая работа, начинается в апреле месяце. Для посадки в этом году привлекли 50 рабочих. А опустевший без туристов древний город инков Мачу-Пикчу в Перу облюбовали очковые медведи. Они издавна живут рядом на горных склонах, а сейчас им никто не мешает свободно обследовать руины. Мать и ее детеныш исследуют город. Сотрудники национального парка заметили их несколько дней назад. Как говорит мэр Мачу-Пикчу, эти животные могут считаться одним из важных символов заповедной территории. Поскольку посетителей почти нет, звери чувствуют, что могут спокойно заходить сюда. Место не огорожено. Для них это развлечение. Надо также помнить, что такие медведи всегда жили в этих краях. Музей истории Парижа открывается после 4-летней реставрации. Он размещается в особняке. Коллекция насчитывает более 600 тысяч предметов. От артефактов эпохи неолита до эпох Великой Французской революции и Второй империи. Событие пришлось на то время, когда музеи Франции стали возобновлять работу после отмены многих ограничений. Художественные и бытовые артефакты, отражающие тысячелетия истории Парижа, скоро снова станут доступны для обозрения в музее Карнавале. 4 года назад здание, построенное в 16 веке, закрылось на реконструкцию стоимостью 58 миллионов евро. В собрании хранится великое множество экспонатов, от официальных живописных полотен до личных вещей горожан, говорит директор музея Валерий Гийом. Это, например, пистолеты, когда-то принадлежавшие революционерам, и туфелька, которую потеряла во время бегства королева Мария Антуанетта, казненная на гильотине вместе с супругом Людовиком XVI. В музее можно увидеть лодку из неолита, средневековых горгулей с собора Нотр-Дам, походные туалетные принадлежности Наполеона Бонапарта, часы Эмиля Золя и спальню Марселя Пруста. По словам Валерии Гийом, посетители музея делятся примерно пополам на туристов и французов. Гости любят Карнавале, поскольку здесь им слой за слоем открывается богатая событиями биография города.
В числе дарителей супруга Наполеона III, императрица Евгения. В 1902 году она преподнесла колыбель, изготовленную для несостоявшегося наследника престола, а также прозванный тигром премьер-министр Жорж Клемансо, подаривший картину, которой владел его отец. Намеченное на 29 мая открытие музея Карнавале совпало по времени с возобновлением работы других подобных учреждений после отмены наиболее жестких ограничений, введенных в период пандемии. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.